إن الدين عند الله الإسلام. الله أكبر الله أكبر. Хвала Аллаху милостивому, милосердному, который ниспослал Коран, создал человека и научил его изъясняться. Я свидетельствую так, как требуется по исламу, с верой и искренностью, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у него нет сотоварища. Также я свидетельствую, что Мухаммад, раб Аллаха и его посланник, великий, мягкосердечный, он был искренним в молитвах к своему Господу и был самым щедрым из людей в Рамадане. Да пребудет благословение Аллаха и мир над ним, над его семьей, праведными сподвижниками и теми, кто последовал за ними с искренностью. Я призываю себя и вас, о люди, быть богобоязненными и близкими к Всевышнему Аллаху. Пусть эти благодатные времена принесут вам много пользы и станут дорогой к милости Аллаха. Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей. О мусульмане! Прошло 11 месяцев в ожидании Рамадана. Мы пережили их сладость и горечь, радость и печаль. Да, о рабы Аллаха, мы выжидали эти месяцы, пока наши души не стали страстно желать достичь привала, где мы смогли бы сбросить наши тяжести, стереть пот со лбов и высушить слезы. Мы нуждались в наступлении времени, в котором можно было бы укрепить свои сердца, утолить жажду поклоняться Господу и оросить их верой и праведными делами. Так продолжалось до тех пор, пока Аллах не привел к нам этого щедрого гостя. Мы заключили его в объятия, подобно тому, как мать обнимает своего ребенка. В Рамадане мы отбросим наши посторонние заботы, приложим все свои усилия с самых первых дней этого месяца, чтобы поклонение принесло много благ для нас. Чтобы влияние Рамадана помогло нам стать лучше, чтобы мы привели в порядок наши дела, чтобы смогли понять, как нам продолжить свой путь к тому, чем будет доволен наш Создатель и Господь. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поднялся на минбар и сказал: «Аминь, аминь, аминь». Его спросили: «О посланник Аллаха, почему, когда ты поднялся на минбар, сказал аминь, аминь, аминь?» Он ответил: «Воистину, Джибриль пришел ко мне и сказал: кто застанет месяц Рамадан и кому не будет прощено, тот войдет в огонь, и Аллах одолит его, и скажи аминь». И я сказал аминь. Хадис привели Ибн Хузейма и Ибн Хиббан. Месяц Рамадан – месяц милости, бараката и прощения. Месяц духовности, размышления и покаяния. Месяц света мечетей, восхваления и поминания Аллаха. Месяц величия и красоты. Тот, кто потратит этот месяц впустую, понесет самую большую утрату. Это месяц, в котором проявляется повиновение, религиозность, самопроверка, стремление измениться от плохого к хорошему, от хорошего к лучшему. Это месяц, в котором душа возвышается, удерживается от своих прихотей, ограничивает себя от оплошности и беспечности сердца и ума. Она подготавливается к тому, чтобы принять дары своего Всевышнего Создателя. И это подтверждает слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям: когда начинается месяц Рамадан, открываются врата рая, закрываются врата ада, и мятежные шайтаны заковываются в цепи. Хадис привели Аль-Бухари и Муслим.
Ибн аль-Кайим, рахимахуллах, сказал: сказанное в хадисе случается потому, что при посте происходит сужение путей шайтана к человеку из-за сужения путей еды и питья. Отсюда, о рабы Аллаха, понятна потребность мусульманина заковать шайтанов в этом месяце, дабы они не достигали его так, как в других месяцах, и чтобы человек воспользовался благоприятным шансом воспитать свой нафс, усилить его для победы над шайтаном, установить защиту от его козней и уловок. Нет сомнения, о рабы Аллаха, в словах Всевышнего: воистину козни сатаны слабы. И шайтан слаб перед правдивым человеком. Он слаб перед искренне верующим, боящимся своего Господа, потому что все эти качества человека ослабляют силу и вспышки шайтана, гасят огонь его козней. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: воистину, верующий изнуряет своего шайтана так же, как кто-то из вас изнуряет своего верблюда в путешествии. Хадис привел имам Ахмад. Этот хадис означает, что верующий берет своего шайтана за хохол и побеждает его, как он делает с верблюдом, когда тот убегает. И если вы удивляетесь, о рабы Аллаха, то еще более удивительны слова пророка, алейхиссаляту вассалям, сказанные Умару аль-Фаруку, ради Аллаху анху: клянусь тем, в чьей длани моя душа, на какой бы дороге тебя не встретил шайтан, он пойдет по другой дороге, но не твоей. И известно, о рабы Аллаха, на чем сходится наша умма, что Умар, ради Аллаху анху, не был пророком или приближенным ангелом. Он был одним из рабов Аллаха, обладавшим сильной верой, и он устанавливал справедливость с собой, своей семьей и своим народом. О мусульмане! Воистину, положение месяца Рамадан по сравнению с другими месяцами подобно положению Юсуфа, алейхиссалям, по сравнению с его 11 братьями. Их отец Якуб, алейхиссалям, не мог прозреть с помощью их одежды, но зрение вернулось к нему после рубахи Юсуфа. Рамадан – время грешника, мимо которого прошли месяцы, которые он провел в расточительстве и потерях. Это время для того, чтобы люди дали себе отчет, искали, как изменить пустоту, слабость и колебания, которые у них есть, чтобы к ним вернулись их сознательность и ответственность за свои дела, духовность, чистота, братство, сплоченность, следование за шариатом их Господа, таким способом, которым Он будет доволен ими. Может быть, их ощущение атмосферы Рамадана, их нахождение рядом с вспоминающими Аллаха, их поясные поклоны вместе с другими молящимися станут причиной того, что к ним вернутся их беспечные сердца, оживут их души, заблудившиеся среди множества неправильных дорог. Как же далеки от этих праведных людей другие, те, которые отвлекли себя от обязанностей Рамадана, от его святости и неприкосновенности и сделали его ежегодным сезоном для своих забав. Рамадан для них – время изощренности в богатых пиршествах, повод для забав и глупостей, трата драгоценного времени за просмотром сериалов и новинок кино, участие в играх с однообразными загадками, от которых не возьмет пользу умный и в которых не нуждается неразвитый глупец. То же касается развратных фильмов, которые оскорбляют собой скромность, выявляют бесстыдство и отсутствие нравственности и благопристойности. Так они разрушили дух победы над шайтаном и противостояния его хитростям в этот благословенный месяц. Они наслаждаются удовольствиями одного месяца, после чего предаются сожалению долгие годы. Они не знают, что между каждым из нас и между раем или адом находится только смерть, которая наступит.
И да помилует Аллах человека, который покаялся, справился со своими страстями, возвеличил этот месяц и соблюдал его запретность. Воистину, его срок скрыт от него, его надежды обманывают его, а шайтан уполномочен приукрашивать ему грех и нерадение, чтобы он рассеянно, невнимательно поспешил к грехам. Аллах сказал: Он дает им обещания и возбуждает в них надежды, но сатана не обещает им ничего, кроме обольщения. Да принесет Аллах мне и вам пользу великим Кораном, аятами и мудрыми поминаниями, которые содержатся в нем. Я сказал то, что сказал. Если я был прав, то это от Аллаха, а если нет, то от себя и от шайтана. И я прошу прощения у Аллаха, воистину Он прощающий. Хвала одному Аллаху, и да пребудет мир и благословение над тем, после которого не будет пророка. Воистину благословенный месяц Рамадан, месяц Корана. Постящиеся уединяются в своем чтении и размышлении так, как это редко бывает в другие месяцы. Они проживают с Кораном такие мгновения, которые не повторяются в своем совершенстве и изумительности никогда, кроме как в этот месяц. Священный Коран – единственная книга, которая включает в себя истинные рассказы, в которых нет сомнения. Аллах изрек истину, чья речь правдивее речи Аллаха, чья речь лучше речи Аллаха. Мусульмане читают Коран, проходят мимо историй, изложенных в нем, и словно впервые в угасшие века вновь вселяется жизнь. Они будто видят тех, кто опередил их в своих радостях и печалях, усердии и поражении, вере в посланников, либо в неверии. Они читают и слышат шум борьбы между истиной и ложью, достоинством и пороком. Они смотрят на удивительные чудеса, примеры, клятвы и неподражаемость Корана, вникает в историю тех, которые покинули свои жилища, опасаясь смерти, хотя их были тысячи. Аллах сказал им: «Умрите», затем Он оживил их. История Талута и Джалута, история двух сыновей Адама, людей пещеры, Зулкарнейна, Харуна, Фирауна, Хамана, людей субботы, людей рва, людей Ар-Раса и многих поколений, которые были между ними. К людям пришли их посланники с явными доказательствами, но они возгордились на земле и не взяли первенства. И всех их Аллах наказал за их грех. И среди них те, на кого Он наслал сильную бурю, те, кого умертвил вопль, те, на кого провалилась земля, кто утонул. И Аллах не был несправедлив к ним. Они сами поступали несправедливо по отношению к себе. Да, о мусульмане, они читают, как поступает Аллах с людскими общинами, если те считали выше своего достоинства подчиняться Аллаху, и как они были погублены своим ослушанием. Аллах сказал: «Когда мы хотели погубить какое-либо селение, то повелевали его изниженным роскошью жителям покориться Аллаху. Когда же они предавались нечестию, то относительно него сбывалось слово, и мы уничтожали его полностью. А также адиты и самудяне. Вам это ясно по их жилищам. Сатана представил им их деяния прекрасными и сбил их с пути, хотя они были проницательны. Мы чередуем дни счастья и несчастья для людей, чтобы Аллах узнал верующих и избрал среди вас павших мучеников, ведь Аллах не любит беззаконников. Воистину, этот Коран свидетельствует за нас. И что мы будем делать с ним? Будем ли мы из тех, кто соблюдает его предписания и постановления? Либо мы будем из тех, кто читает Коран, а Коран станет проклинать его за то, что человек не был соблюдающим его предписания. Аллах истинно сказал: «Это напоминание о тебе и твоем народе, или для тебя и твоего народа, и вы будете спрошены». Поистину, этот Коран рассказывает сынам Исраила большую часть того, о чем они расходятся во мнениях. Воистину, это верное руководство и милость для верующих.
Воистину, твой Господь рассудит между ними своим судом. Он могущественный, знающий, уповай же на Аллаха, ибо ты придерживаешься очевидной истины. Ты не заставишь слышать мертвецов, и не заставишь глухих услышать твой призыв, когда они обращаются вспять. Ты не выведешь слепых из их заблуждения. Ты можешь заставить слышать только тех, которые веруют в наши знамения, будучи мусульманами. И вознесите приветствия и молитвы, да помилует вас Аллах за лучшего из созданий.